Необычный мир сюрреалистических полотен Адгура Ампар удивляет, завораживает, а порой даже шокирует. Картины художника как ребус. Зрителю иногда непросто догадаться, что хотел сказать автор. Ночные сновидения, фантазия на тему радости. Названия и темы картин разнообразны, как и эмоции, которые они вызывают. Свои работы Адгур иногда выкладывает в аккаунте социальной сети Facebook и просит помочь с названием. «Тень бабочки-лимонницы» была написана в период пандемии и с легкой руки одного из друзей Адгура получила такое необычное название. Тема противостояния человека всем тем вызовам, которые происходят в мире. Да. Я сам по себе, поэтому, наверное, тут ты один противостоишь. Если была бы ситуация другая, мы бы, наверное, с кем-то вместе противостояли. Да. Это вы? В какой-то степени в каждой картине художник изображает себя даже в виде какой-то бабочки, скажем так. Хотя тут все спорно, да. Возможно. Необычные сочетания, яркие краски и причудливые образы. Вот что объединяет работы Адгура Ампар. Больше всего на выставке женских образов, разных, необычных и провокационных. Женщина, она действительно доминирует в этих работах. Наверное, она является стимулятором, каким-то регулятором его внутреннего состояния. Поэтому, например, работы необычные. Есть очень интересные работы на высшем уровне. А цветовое решение какое? Прямо все обволакивает вас, понимаете? Вы окунаетесь в эту атмосферу, в это движение, в этот внутренний мир этого характера. Вот девушка, глаза необычные, она смотрит в сторону, задумчивая такая, какая-то экспрессия в ней, понимаете? Поэтому, конечно, выставка мне понравилась, впечатление хорошее, даже отличное, можно сказать. Цель сюрреализма – не точное изображение, а воссоздание с помощью красок мира невысказанных мыслей и эмоций. Адгур Ампар ранее занимался иконописью. И это, по его словам, помогает в создании работ в области сюрреализма. Произошли какие-то такие метаморфозы в моем мировоззрении. Я из человека верующего и, скажем так, религиозного стал человеком таким совершенно противоположным поле относиться. Я стал эволюционистом. Да? Процесс эволюции меня сегодня вдохновляет. Тут доминирует такое направление, как сюрреализм, но в последнее время стало еще вносить в свои картины такой символизм. Хотя сам по себе символизм всегда присутствует в сюрреализме, но тут он имеет уже некую самостоятельную такую область. Экспозиция «Межвремени» объединила 25 ярких работ. Все они были созданы художником в течение последнего года. Выставку планировали провести еще в декабре, однако пандемия внесла свои коррективы. Мне кажется, это достаточно такой очень открытый, очень честный разговор со своим зрителем. Он с ним делится эмоциями, он с ним делится очень важным для него этапом какого-то межвремения. Он искренне открыт своему зрителю. Судя по восхищенным взглядам, с которыми посетители обменивались мнениями, обсуждая сюжеты картин, выставка зрителю понравилась. Я в восторге от работ нашего художника. Слежу за его творчеством не первый год. Вижу новые работы в этом году выставлены. Очень впечатлили. Выставка работ художника Адгура Ампар «Межвремени» продлится до 10 апреля. Исма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.